Именем Истомина, похоже, именно эту фамилию будет носить аэропорт столицы трижды орденоносной республики Коми. Официальные итоги проекта «Великие имена России» подведены накануне вечером в эфире телеканала «Россия». В голосовании участвовали 47 воздушных гаваней, среди наших только Сыктывкарская. Страна проявила к народным выборам невиданное внимание – 5 миллионов человек. Причем активность граждан возросла многократно в последние дни, что во многом и определило явную тройку лидеров. Республика Коми, международный аэропорт Сыктывкар. Истомин, первый Коми-летчик. Оплеснин, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. И Юрий Спиридонов, советский и российский государственный деятель, бывший руководитель Республики Коми. Однако большинство, как и во многих других подобных случаях, в регионах предпочтение решило отдать человеку, имеющему хоть какое-то отношение к авиации. Неплохие шансы могли быть у Николая Банбана. Кандидатуру первого директора Сыктывкарского аэропорта даже поддержал предыдущий созыв Общественной палаты Коми, направив обращение в Москву. Однако четвертое исключение нашему региону после этого так и не сделали, пояснив, что произойти это может только если в ходе голосования по тройке не будет явного лидера. Вот как такие случаи во время объявления окончательных результатов комментировал министр культуры. Я совершенно точно не оцениваю это как битву, и совершенно точно не оцениваю это даже как спор. Это называется голосование в демократической стране. Кто-то высказывается за одно название, кто-то высказывается за другое название. Люди обсуждают и голосуют. До этого момента именем Истомина была названа лишь улица в его родной Усть-Ухте. Это Сосногорский район. Первый коми-летчик прожил короткую жизнь, был в центре событий Первой мировой войны, участвовал в Октябрьской революции, ровно 100 лет назад по поручению Ленина даже сопровождал аэропланы из Петрограда в Котлас. Однако уже 16 мая 19 года во время выполнения боевого задания был сбит белогвардейцами и после 13-дневных пыток расстрелян. Это была мученическая смерть идейного борца, который до последних минут не предавал идеалов, которым верил. И это был уроженец Коми. Герой? Да, бесспорно. Летели два самолета. Первый самолет подбили, он как бы хотел его помочь, ему сел на воду, но не успел. Его тоже сбили. И вот они его попали. Ну, как бы белые предложили им так, вернуть звание офицерское, он же лейтенант был в царской армии, и перейти к ним служить, но он отказался. Напомним, 28 ноября Владимир Путин подписал указ о присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Согласно документу, в нашем случае аэропортам могут быть присвоены имена, цитата, выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Музея, который находится здесь, в аэропорту Сыктывкар, есть небольшой уголок, который напрямую связан с Петром Истоминым. Там есть его небольшой бюст, фотографии, ну, очень короткое описание его жизни короткой в качестве авиатора. И вот практически ежедневно, ну, как минимум там 2-3 раза в неделю, то проходят экскурсии для школьников, для студентов, и поэтому, в общем-то, может быть, эта сторона не настолько и запоминается всем при посещении музея. Нельзя на этом уровне останавливать эту работу. А именно необходимо ее продолжить в плане того, чтобы люди, живущие в Республике Коми, знали о своих знаменитых предшественниках. Вот это вот, на мой взгляд, самое главное в той кампании или в той акции, которую проводила Общественная палата Российской Федерации. Я так думаю, что вот преследовалась именно эта цель. Согласно процедуре, после бурного обсуждения Общественная палата внесет эти предложения в правительство и уже по представлению исполнительного органа власти президент России примет окончательное решение. Правительство должно утвердить порядок рассмотрения предложений в 3-недельный срок, а порядок использования присвоенных географическим объектам имен в течение месяца.